В этой презентации мы остановимся немного подробнее на некоторых определениях, связанных с алиментами и процедурами подачи на алименты. Алименты – это выплаты, которые одно лицо обязано предоставить другому лицу, имеющему право на их получение. Зачастую это касается бывших супругов, имеющих общего ребенка. Такие выплаты предусмотрены для поддержки и ухода за ним. Эти выплаты могут быть добровольными, когда люди сами договариваются, или принудительными, когда назначаются судом, если родители не смогли договориться. Условия для получения алиментов через судебное решение. Основным документом, необходимым для получения алиментов, является свидетельство о рождении ребенка. Следует отметить, что наличие свидетельства о браке не является обязательным условием. Даже если бывшие супруги не состояли в зарегистрированном браке, родитель, проживающий отдельно от ребенка, может быть принужден к выплате алиментов. Какие документы нужны для суда? Нотариально заверенное свидетельство о рождении ребенка, справка с места жительства ребенка, заявление в суд о взыскании алиментов. Решение суда о взыскании алиментов выносится в течение 3 дней с момента подачи заявления. Госпошлина по взысканию алиментов не оплачивается. Размер алиментов. Размеры алиментов зависят от количества детей и доходов родителя. Если в семье один ребенок, то в его пользу взыскиваются алименты в размере 25% от заработной платы. Для 2 детей предусматривается 30%, для 3 и более детей 50% от дохода. Согласно Семейному кодексу, минимальная сумма алиментов не должна быть менее одной минимальной заработной платы. Твердая денежная сумма – это фиксированный постоянный размер алиментов, который не меняется от месяца к месяцу в зависимости от дохода плательщика алиментов. Применяется в следующих случаях. У родителя, обязанного оплачивать алименты, нет постоянной работы, и он не имеет заработка или иного дохода. Он имеет нерегулярный, меняющийся заработок. Он получает зарплату в натуральной форме или в иностранной валюте. Если при каждом из родителей остаются дети, если на одного из детей требуются специальные расходы. На содержание совершеннолетнего нетрудоспособного ребенка, нуждающегося в помощи. Алиментные обязательства, возникшие на основании решения суда, прекращаются при следующих условиях. Ребенок достиг совершеннолетия. Ребенок до совершеннолетия приобрел полную дееспособность. А в отношении детей в возрасте от 18 лет до 21 года, обучающихся по очной форме на платной основе в образовательных организациях, по окончании учебы или достижении 21 года. Установление ребенка, на содержание которого взыскиваются алименты. Смерть получателя или плательщика алиментов. Это была видеопрезентация по вопросам алиментов в Кыргызской Республике. Спасибо за внимание.